По всей стране отмечают День профессиональных работников строительной отрасли. На сегодня в Якутии строят более 150 многоквартирных домов. Также в текущем году планируют ввести в эксплуатацию 45 соцобъектов. О ходе строительства в Якутске медицинского центра дальневосточного значения в материале Полины Долинской. День строителя отмечают уже более 60 лет. Праздник имеет множество добрых традиций. Так, например, день отмечают не только народным гулянием, но и введением в строй какого-либо значимого объекта. Год назад в Якутске забили первую сваю республиканского кардиологического диспансера Национального центра медицины. Здание кардиологического диспансера, оно будет абсолютно технологичным, современным. В его проектировании участвовали в том числе и иностранные архитекторы. Уверен, что когда в конце 2021 года мы введем здание в строй, конечно же, это будет, наверное, самый оснащенный, самый современный, высокотехнологичный кардиологический диспансер на всем Дальнем Востоке. Шла напряженная работа по подготовке проекта, его продвижению в федеральных органах власти. В итоге он получил огромную поддержку. Строительство кардиососудистого центра по инициативе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики вошло в федеральную программу «Единая субсидия». Это объект федерального значения, кардиологический диспансер на 150 коек, предназначенный для оказания современной технологической помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Буквально за один год на пустом месте был воздвигнут конструктив здания в 9 этажей площадью порядка 16 тысяч квадратных метров. Также построен теплый коридор, который будет выступать переходом с Национальным центром медицины. Срок сдачи объекта – декабрь 2021 года. В данный момент у нас ведутся работы по фасаду, остаточным кладочным работам и внутренне отделочным работам. Открытие этого учреждения повлияет на показатели и соседних дальневосточных регионов, так как в Якутск приезжают лечиться и из других территорий. Кардиососудистый центр позволит снизить смертность от болезней системы кровообращения в Якутии уже к 2024 году. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Якутск.